Депутаты парламента Абхазии провели очередное заседание сессии. В повестке обсуждения значилось 19 вопросов. В окончательном чтении парламентарии приняли, в частности, закон о стратегических объектах. На что направлен документ, какие моменты он регулирует, а также что еще обсудил парламент. Об этом пообщаемся с депутатом Дмитрием Маршания. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Белла. Спасибо. Депутаты приняли в окончательном чтении законопроект о стратегических объектах. Какие моменты обговаривает документ, что относится к стратегическим объектам? Вот, насколько я знаю, накануне, вы представляли этот законопроект, и можете рассказать подробно. Законопроект зарегистрировали ряд депутатов, назову их имена, это Хута Бадаут, Салакая Нарсол, Айба Рашида, Пилия Бадри и Маршания Дмитрий. Но хотелось бы сказать, что у нас, был комитет по этому вопросу. Вообще у нас, в законодательстве не было самого понятия стратегический объект. Такого понятия не было. Мы постоянно говорили, что электроэнергия – это стратегический объект и так далее, но самого понятия у нас не было. Сейчас законодательством вводится норма о стратегических объектах. Стратегическим объектом является имущество, имеющее социально-экономическое значение для устойчивого развития общества и оборонное значение, а также иное имущество, владение, пользование, распоряжение которым будет оказывать влияние на состояние национальной безопасности Республики Абхазия. К стратегическим объектам в соответствии с перечнем, разработанным Кабинетом министров и утвержденным Народным собранием Республики Абхазия относится. Я зачитаю все, что относится. Имущество, в том числе военная техника, оборудование, находящееся в оперативном управлении Министерства обороны, Службы государственной безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Агентство правительственной связи, здания и помещения, используемые государственными органами Республики Абхазия, объекты оборонного производства, объекты энергетики, в том числе генерирующие установки мощностью свыше 5 мегаватт и передающие магистральные электролинии, магистральные линии связи, объекты связи, телерадиовещания, телевизионные и радиопередающие центры, информационные и телеграфные агентства, объекты системы организации воздушного движения, авиации, трассы обслуживания воздушного движения, воздушные линии, средства контроля и управления воздушным движением и взлетно-посадочные полосы, аэродромы, республиканские железные дороги, автомобильные дороги республиканского и местного значения, и железнодорожные вокзалы, водохозяйственные сооружения, естественные озера, реки, коллекторы, водохранилищ, водозаборы и водонасосные станции, имеющие общегосударственное значение, причалы, пристани, гидротехнические сооружения, маяки, световые сигналы, объекты организации здравоохранения, объекты историко-культурного наследия, объекты, представляющие особую научную или культурную ценность, образовательные учреждения. К стратегическим объектам могут быть отнесены также и предприятия, имеющие стратегическое значение для государства. Самое главное, что я зачитаю дальше. Кабинет министров Республики Абхазия устанавливает специальные требования к режиму функционирования и эксплуатации стратегических объектов, направленные на обеспечение национальной безопасности. И самое главное в этом законе – это стратегические объекты, находящиеся в государственной собственности, не подлежат передаче в собственность третьих лиц, а также иностранных государств. Земельные участки, на которых расположены стратегические объекты, не подлежат переводу из одной категории в другую. Самое главное, то, что мы, ввели понятие стратегического объекта, и что может к этому относиться, какие, объекты, и то, что невозможно приватизация, передача иностранным государствам, передача третьим лицам и переводу из категории в категорию. На той земле, где находятся эти объекты, невозможно передача из одной категории в другую. Это самое главное, что регулирует этот закон. Законодательно закрепляем все эти объекты, они находятся в собственности государства и переходят будущим поколениям нашим. Основной мотив был проекта этот. Кто инициировал вообще этот законопроект? И скажите, как его обсуждали? То есть бурно, единогласно и так далее? Кстати, приняли единогласно, зарегистрировал его я. Это была депутатская инициатива. Это Хута Бадаут, Салакая Нарсол, Айба Рашида, Пилия Бадрик и Маршания Дмитрий. То есть мы зарегистрировали, этот проект. Он был обсужден, на комитете, где получил одобрение на комитете и был вынесен на сессию парламента. Кстати, хочу выразить большую благодарность и спикеру парламента, и всем коллегам
у нас редко очень бывает, что вообще какие-то вопросы проходят единогласно. И этот вопрос, все понимали значимость вообще депутаты, значимость этого проекта, и все депутаты приняли это единогласно. Спасибо, я выражаю каждому коллеге, спасибо большое за то, что таким единогласным своим мнением они отметили важность этого закона, потому что на самом деле хотелось бы отметить, что аналог, этого проекта был и в прошлом созыве парламента, но он не был принят. Да, это был в 6-м созыве парламента. Конечно, он немного видоизменен. Во-первых, мы больше добавили перечень, увеличили. Во-вторых, мы, добавили то, что и земля тоже не переводится из категории в категорию. Но, в общем, концепция этого проекта, она была, в прошлом созыве парламента, где парламент не одобрил. И в этот раз прошло. В этот раз прошло, да. Еще раз, опять-таки, спасибо коллегам, которые поддержали. Дмитрий, я бы хотела, чтобы кроме этого вопроса мы еще вернулись к другим вопросам, которые рассматривал парламент, сколько мы успеем там поговорить. Дело в том, что действительно очень много вопросов было, в том числе и очень важных. Например, нас заинтересовало, был принят законопроект о регулировании оборота электронных сигарет, то есть в окончательном чтении. Да. Почему такая важность этому вопросу была уделена, и тоже как он обсуждался, все подробности этого законопроекта было бы интересно узнать. Спасибо за вопрос. Да. Законодательную инициативу за депутата Инара Гицва была. В первом чтении мы его обсуждали, это было в прошлом году. Инициатива была связана с тем, что были обращения граждан, у которых вызывала обеспокоенность тем, что эти, курительные смеси, электронные сигареты, дети курят, в школах покупают и так далее. Потом еще проблема в том, что они, в отличие от сигарет, не оставляют запаха, и невозможно определить, ребенок приходит домой, запаха нету, и тем более, с разными вкусами и так далее. Как-то популярностью у школьников он пользовался. Да, кажется, якобы такая невинная. Да, невинно. На самом деле, отправили лечение на экспертизу и в Министерство здравоохранения, и в другие, органы, и все дали оценку, что это очень вредит здоровью, эти электронные сигареты, и прежде всего детям. И Как вы думаете, будет исполняться этот законопроект? Я думаю, что... Сейчас, наверное, во многих магазинах еще есть. Они есть, да, но с 1 марта будет введен запрет. Время есть еще, сегодня 7 число, 23 дня, и 1 марта закон вступает в силу. Думаю, будут его учитывать. Конечно. Такой момент, как ужесточение наказания за незаконный майнинг. Да. Это все принято, в частности, там есть такая уголовная получилась. Уголовная ответственность, да. Да, ответственность. Это тоже уже в окончательном чтении принято. И, насколько я понимаю, это впервые уголовная ответственность принята. Это было, за конфискацию майнинга оборудования, это не уголовная ответственность, административная, просто... Смотрите, нарушителям грозит лишение свободы на срок от 1 года до 3 лет с конфискацией оборудования при присоединении к сетям Черноморэнерго и потреблении электроэнергии на майнинг, превышающей 300 киловатт. Да, это было. Я уточню, извините, это принималась, эта норма еще прошлым созывом парламента. То есть она была уже? Да, касалась она незаконного подключения. Это не касалось только вообще, эта норма, она не касается только майнинга. Вообще у нас есть, помимо этой нормы, есть норма о незаконном присоединении к сетям, Черноморэнерго. Такая норма была. На сессии парламента мы ужесточили норму, которая касается именно конфискации этого майнинга оборудования. Раньше такой нормы у нас не было. Знаем, какая, в общем, происходит ситуация и со светом и так далее. Депутаты приняли решение такое, что, конфисковать и оборудование тоже, которое занимается добычей криптовалют. Среди 19 вопросов какой из обсуждался наиболее активно или продолжительно, скажем так? Все вопросы обсуждались активно и продолжительно. Не все, конечно, но были вопросы. Да, мы приняли, в первом чтении жилищный кодекс. Да, кстати, очень интересно. Очень интересно, но это целый свод законов. Да, там что-то об ипотеке было. Мы пока не изучили. Да, это вообще возможность. Скажете, что это? Возможность приобрести в ипотеку, но это у нас вообще не было норм, регулирующих вообще эту отрасль. И поэтому это была
инициатива Резу Платоновича Зантария и Вахтанга Владимировича Гуланза. Это их инициатива была. И вот как бы там вообще всю эту сферу они как этот свод законов, значит, регламентируют там. И вообще как... Ну, вот мы приняли решение, чтобы в 3 чтениях вообще его принять. Были сам проект. Пока он был принят в 1 чтении, дальше будем обсуждать, привлекать экспертов, изучать. Ну, это очень такой, как бы, емкий, в общем, проект, поэтому нужно время потребуется, чтобы его изучить, внести поправки. Там есть замечания, значит, у исполнительной власти к этому проекту. Поэтому мы решили, значит, приняли решение принять пока в 1 чтении. И потом как бы вносить поправки, изменения. Какие вопросы там будут наиболее сложно решить? Ну, все сложные там вообще все, у нас, да, у нас, потому что вы знаете, в каком находится вообще состоянии наш жилищный весь фонд. И поэтому, исходя из этого, очень много, помимо того, что будет написано на бумаге, нужно всегда исходить из наших реалий, которые у нас есть, поэтому они должны совпадать, написанное, значит, в законе должно совпадать всегда с нашими реалиями. Поэтому вот, ну, планируется, насколько знаю, комитетом и выездные совещания. Представители комитета планируют выехать в Ачимчиру, в Гудауту, на месте изучать. Да, в общем. Спасибо вам большое, Дмитрий, за этот разговор. Я напомню, что основные итоги сессии парламента Абхазии мы обсудили с депутатом Дмитрием Маршани. Речь, в частности, шла о законопроекте о стратегических объектах, принятом в окончательном чтении, и ряде других вопросов. Да. Спасибо вам большое. Вам. Такие были